Жуткая стрельба в Таджикистане. 11 человек ранены. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что произошло и почему таджиков просят временно не выходить на улицу, быть максимально аккуратными. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. В результате сегодняшней стрельбы в 3 приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана погибли 2 таджикских военнослужащих. 11 человек, в том числе 6 пограничников и 5 местных жителей, получили ранения и доставлены в больницу. Об этом сообщили в Джамаате Варуха и центральной больнице города Исфары. Источники в Джамаате Варух сообщили, что 26-летний таджикский военнослужащий, который был ранен утром 14 сентября кыргызскими пограничниками, скончался после полудня от кровопотери в больнице. Один из убитых, 29-летний военнослужащий. Его убил кыргызский снайпер. Еще одному погибшему солдату было 26 лет. Он был призван в армию после окончания вуза. Его тяжело ранили, и он умер от сильного кровотечения. Из 6 пострадавших 4 доставлены в центральную больницу города Исфары. Еще 2 находятся в больнице Джамаата Варух, сказал источник. Представитель Джамаата Варух сообщил, что после полудня между пограничниками 2 стран на территории селения Зумрат города Исфара Таджикистана, граничащим с Кыргызстаном, вновь началась стрельба. Несколько жителей Джамаата Чаркух рассказали, что вторая перестрелка произошла между пограничниками около 13:30 в районе Черкишлака. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему она обострилась? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сообщается, что кыргызские пограничники открыли огонь по таджикским пограничникам, дислоцированным на погранзаставе Дастук. Тем временем в Джамаате Чаркух, граничащий с Самаркандеком Баткена, началась 3-я стрельба. Источник в центральной больнице Исфары сообщил, что в результате обстрела раненые доставлены в больницу 3 местных жителя. По сообщениям СМИ, в результате этой трансграничной стрельбы на дороге также пострадала легковая машина, следовавшая по маршруту Чаркух-Исфара. Официальные власти Таджикистана пока не делали заявления по поводу 2-го и 3-го инцидента. Попытки получить информацию в мэрии Исфары не увенчались успехом. Мэр города Исфара Бахваддин Бахадурзода в ответ на вопрос о разъяснении ситуации на границе коротко ответил, что нет времени. Тем временем ГКНБ Кыргызстана призывает кыргызские СМИ не распространять недостоверную информацию. В заявлении ведомства, которое приводит издание 24 КГ, отмечается, что это может негативно повлиять на взаимоотношения 2 народов и результаты переговоров дружественных стран, а также представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Кыргызстана. СМИ и те, кто распространяет подобного рода информацию, должны быть очень бдительны. Сегодня каждый интернет-пользователь может составить собственную картину мира на основании подобного рода недостоверной информации и сомнительных источников. От этого зависит судьба нашей страны, жизнь наших военнослужащих и граждан приграничных районов. Поэтому ГКНБ призывает воздержаться от распространения дезинформации, чтобы таким образом не содействовать заинтересованным в ослаблении нашего государства силам, проинформировали ведомство. Это же издание сообщает, что в результате перестрелок ранены 2 кыргызских военных. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что власти Кыргызстана сразу хоть как-то реагируют, даже если просят соблюдать тишину, но все-таки общаются с народом, а таджикские власти, как всегда, молчат? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.